Хлопзеиқәа ҳаҭырызку ателехәаԥшцәа. Аԥсуа иацнаҵоит Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахадарахьы акандидатцәа рыҿцәажәарақәа рымҩаԥгара. Урҭ ирызку ателефильмқәа шәырбара. Алхратә комиссиа хадаҿы имҩаԥгаз аӡәҭаԥсара алҵшәақәа рыла уаха ишиашо ицо адырраҭара далахәуп Аҳәынҭқарра Ахадарахьы кандидат Мераб Кишмариа. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Напоминаем, что в соответствии со статьей 9 Конституционного закона о выборах президента Республики Абхазия и по результатам жеребьевки, проведенным в Центральной избирательной комиссии, сегодня в прямом эфире абхазского телевидения на наши вопросы будет отвечать кандидат в президенты Республики Абхазия Мераб Кишмариа. Прежде чем перейти к вопросам, хочу ознакомить вас с биографией кандидата в президенты. Кишмариа Мераб Борисович родился 3 августа 1961 года в населенном пункте Джал, села Мук Очамчирского района. В августе 1978 года после окончания Мукской средней школы поступил в Кварчальское государственное профессионально-техническое училище номер 22, который закончил в 1979 году по специальности электрослесарь, электрогазосварщик, водитель-профессионал 3 класса. 20 октября 1979 года Очамчирским районным военным комиссариатом был призван на военную службу в советскую армию. С ноября 1979 года по август 1980 года проходил подготовку в учебной войсковой части Туркестанского военного округа по специальности младшего авиационного специалиста. В августе 1980 года поступил и в июле 1984 году окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза Конева с дипломом инженера. После окончания училища был направлен в Туркестанский военный округ, где с сентября 1984 года по май 1986 года проходил военную службу в должности командира мотострелкового взвода мотострелковой роты. В мае 1986 года был назначен командиром мотострелковой роты 162-го мотострелкового полка. В июле 1987 года был направлен в Республику Афганистан для выполнения интернационального долга в должности командира комендантской роты 5-й гвардейской мотострелковой дивизии 40-й армии Туркестанского военного округа. За высокую организованность и умелое руководство подчиненными в боевых условиях в июне 1988 года министром обороны СССР старшему лейтенанту Кишмариа было досрочно присвоено воинское звание капитан. В июле 1988 года он был назначен заместителем командира мотострелкового батальона мотострелкового полка мотострелковой дивизии 40-й армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР за личное мужество и героизм от 26 июля 1988 года награжден Советским орденом «Красная звезда». Указом президента Республики Афганистан за успешное ведение боевых действий в августе 1988 года награжден Афганским орденом «Звезда второй степени». Указом Президиума Верховного Совета СССР в декабре 1988 году грамотой воину-интернационалисту. Кроме того, указами президента Республики Афганистан Кишмариа Мераб Борисович награжден 3 медалями Республики Афганистан. После вывода советских войск из Афганистана он продолжил службу в Туркестанском военном округе в должности заместителя командира мотострелкового батальона, мотострелкового полка, мотострелковой дивизии 36-го армейского корпуса. В ноябре 1989 года в связи с организационно-штатными мероприятиями уволился в запас и вернулся в Абхазию. С февраля 1992 года по август 1992 года служил в должности старшего инспектора группы охраны общественного порядка отдела внутренних дел Очамчирского райисполкома.
откуда по решению высшего руководства Абхазии был назначен во вновь созданную службу охраны высшего руководства Абхазии в должности старшего офицера. С началом Отечественной войны народа Абхазии с 14 августа по 8 октября 1992 года был командиром партизанского движения Мокского направления. Приказом командующего вооруженными силами Республики Абхазия в октябре 1992 года назначен начальником штаба Восточного фронта обороны Республики Абхазия. По ходатайству Комитета обороны города Тхуарчал и Тхуарчалского района приказом главнокомандующего вооруженными силами Республики Абхазия в декабре 1992 года был назначен командующим Восточным фронтом обороны Республики Абхазия. С ноября 1993 года по август 1995 года заместитель министра обороны Республики Абхазия по боевой подготовке. С августа 1995 по июнь 1996 года первый заместитель министра обороны. С 1996 года генерал-майор Кешмария был назначен военным комиссаром Республики Абхазия. С марта 2005 года в звании генерал-лейтенант был назначен первым заместителем министра обороны Республики Абхазия. С января 2007 года первый заместитель министра обороны, командующий сухопутными войсками. С мая 2007 года исполнял обязанности министра обороны. С июня 2007 года по настоящее время министр обороны Республики Абхазия. В июле 2008 года окончил общевойсковую академию Вооруженных сил Республики Абхазия. Под руководством Кешмария планировалась и была успешно проведена в марте 1994 года операция по освобождению села Лата, Верхняя Лата, контртеррористической операции в Гальском районе в декабре 1996 года. В мае 1998 года, в октябре 2001 года в Кодорском ущелье против бандформирования полевого командира Гилаева. В августе 2008 года по изгнанию грузинских войск из Верхнего Кодора. Кешмария Мирабович, будучи министром обороны, умело организовал подготовку, на высоком уровне провел в 2008-2013 годах два юбилейных парада частей и подразделений вооруженных сил Республики Абхазия в честь 15-й 20-й годовщины победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов. За мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества, Кешмарий Мирабазич постановлением Президиума Верховного Совета Республики Абхазия в сентябре 1994 года присвоено звание Героя Абхазии. За успешное осуществление операций вооруженных сил Республики Абхазия по освобождению верхней части Кодорского ущелья от грузинских оккупационных войск указом президента Республики Абхазия в марте 2009 года награжден орденом Леона. Указом президента Республики Абхазия в 2009 году за выдающиеся заслуги в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и большой вклад в укрепление и развитие абхазской государственности награжден орденом Ахи-Запша первой степени. Генерал армии Кешмария награжден многочисленными орденами и медалями, в том числе орденами и медалями союзных государств. Женат, имеет 4 сыновей, 2 дочери, 3 внука. Hayası buçta azzarak ve atak kuruşkan. Yıçıtsu apsınargılarısı ağamta ayın yıkupha. Şuzlala gühüntkara çıtsargılara uyezı рабхетпи Шишаква. Хлопзевка, добрый вечер. Спасибо, что пригласили. Постараемся ответить на все вопросы, которые будут заданы. Абхетпи Шишаква, абсындыла Ехаяла Захтыску Илгани Шумоп, Уайлер Гирдроид, Юбжима Майзиалас, Авайл Нах. Программа Рибзения Год, Ачейт-Клара, Айт-Клара, Айвизара, Айшера, Абхатсара. Убрев Харишачас Яхамо, а программа Рибзения Год, Уяды Азаров, медицина Ганах, Катачергуара. Сыплаштах Заров, Гиштец Леха, Дарыз Зиратроп. Проблема, когда Дарыз Зиратроп, Суяна будет и Халшап. Я отсюда был Сабха Дарыз Зиратроп, Суяна будет через Дигисход, Харахцапха, Шейткол из Ялар. Убри Аллот Зиди, Чай Дахкл Раваж, Ларит Клоп, Сиграб.
Итабу, дыша анест без царак, и шпилыш каунаски шпаль бушера арцейцвея шкуицвея культура казари русы чертагла заша. Урта рызбух усаламала яха яла цвежу мачу. Вишванаго. Сысгуяна год иха яшат вельмхозер арцейцвея шкуицвея культура усвицвея. Тарадзе атфганти тагла безбанзар абхергуан и мачу была фахуирова. А у сахару аргларпой и чем гуя урги отсюда пришел хтоепш и это хочешь кой наркну зиг отсюда посгуяна год и халша посгуяна йо и хама попсидла и яшан и что за ракучхё сгуяна год бри ус подход а у ела фахуй мор пришел хтоепш арглар ахта догад динадазар отцейша ахти гуа мана шевре гуана ла цраир цохбаш и тахуб русского хозер матбаза захзу а клуба тахуб спортзала тахуб школа тахуратшу а школа свергана хала геома культура усу свергана хала миратшоба усадулу скляна го измазар барт интеллигенция гана хала марце свергана хала мечтам храб хатса шахам а уе агубзере отцарение мол стазар дали зачки хота сгяно Итабу, мера Борисовича, мера Борисипа хари хаму по яхат лхопшца яхзарти зацара куки. Убартки сразат кларстахуб, зкиф инжи, козкиф инжи хбашок скороспи, ай бешраду ялаху за ветеранца ацхра рытразы илшарызи хазара кайцойт ай бешраду ветеран Алекса Шоня. Зикефини жогени хубаяла завайла дарзи мачханян хазху бишубхез измазар чем зархану рушукс ихкани ратробиз сизратроb исхус хаян хаз имачу бабарти шохтош патурукс убрт патурук хамзар абря бишаргана хал я забре советом черназ ирба заджаба батуак хамзар абхатса шахам ихалазор патриотизм патриотизм хамазар сезон хавайлари тарбаро баджаба зба зубяй бишерчу падушику и халшала усадулан ргу камышко зба рушук старый зиду харва вагон спяно год ргуштахне так что зба зари го хвалам шо халагар ргу кахва дуёб ашу смоуи глазаргод дукузга схра это Иқумал шара абснипи апенсия аццаразехан ломе зжло зубасазара кайцо. Пенсия заво хушматрыла вы сарку захинджа хахнила гирхот илга хушматрыла вы дышзнымхо вы катачо джа кариха геха рякал кечо илшу безмаза хушматрыла ри хучаха кам хоритро чада гива алхороб гушуцароб искусха яцу беха гаду вы насаца хукшозарахо это сарку алоб усгуяна гудубре хаб исход ишац беша сгушана гола бреха вот сгуяна. Как вы относитесь к открытию сквозного железнодорожного сообщения через Абхазию в Армению, спрашивает Меружан Топчан. Азара цохтунтям тазила сыласи цурцу ялагит, халалагларачам, айхамиус. Я, честно говоря, не первый раз это слушаю, это вопросы везде задают мне насчет железной дороги. Да, надо открывать, конечно, вопросов нет. Но прежде чем открыть железную дорогу, надо подумать о политической ситуации и отношениях между Грузией и Абхазией. У нас еще не подписан, он не нападение, идут переговоры. Я думаю, что наш МИД добьется этого, рано или поздно будет. А вот железная дорога, конечно, несомненно, нужна. Армения в таком-то тяжелейшем состоянии, хотя мы упреки делаем, почему не происходит. Есть там такие моменты, которые, конечно, надо рассмотреть и пересмотреть. Но в любом случае, рано или поздно железная дорога будет работать, потому что это жизнь, это пополнится
бюджет Абхазии, денежные средства, в том числе то, что Россия и Армения, они связаны, мы прекрасно понимаем. И это дорога мира. Я думаю, что железная дорога, вопрос тоже будет решен. Но надо решить другие вопросы. Я еще раз говорю, есть политические такие проблемы между Грузией и Абхазией, которые не дают так вот сразу взять и подписать и железную дорогу. Но я думаю, что это долго не продлится, и надеемся, что железная дорога сработает, и польза Абхазии будет, и между Россией и Арменией, то, что договора там и другие, как бы поймут. Но народ должен понять, что эта дорога должна работать. Но надо их убедить и доказать абхазскому народу, что от этого не будет трагедии. Вот в чем проблема? Беспокойство народа о другом. Конечно, с удовольствием хотелось бы железную дорогу, чтобы работать. Но и то мы не говорим о транспорте, о грузовых, я так думаю. Спасибо. Какие реформы считаете необходимо провести в первую очередь? Спрашивает телезритель Тимур Шармат. В первую очередь надо провести реформы во властных структурах. Имеется в виду то, что народ беспокоит вопрос. Реформы надо проводить по всем направлениям. Это понятно, но в первую очередь власть имеется в виду, начиная от президентской, кончая до сельских глав администрации. Я думаю, что мы уже в программе и говорили, и будем говорить, без этой реформы, без изменений будет продолжаться то же самое, что было раньше. Несомненно, надо реформы по всем, надо по медицине, по образованию, по безопасности, по силовым структурам имеется в виду, по всем, не то, что Министерство обороны, что по силовым структурам. И, конечно же, на это надо иметь средства, чтобы провести реформу. А вот на словах говорить, что мы сегодня же проведем реформу и все пойдет путем, так не может быть. Я думаю, что найдутся и средства, и другие, чтобы эту реформу провести, и мы пойдем таким путем, который надо будет идти вперед для процветания своей Абхазии, то есть именно Абхазии. И народ будет знать, что в конце концов жизнь изменилась, мы идем вперед. Все делается для процветания Абхазии, правильно? Чтобы народ понял, что есть изменения в отношении государства. И думаю, что довольны будут, если какие бы изменения. Все ждут изменений. А изменения как может быть без реформ? Во всех областях нашей жизни. Так точно, во всех областях. Спасибо. Вот еще вопрос от Кристины Осия. Ваше отношение к вопросу паспортизации жителей Гальского района? Этот вопрос сегодня звучит больше всех и чаще. Этот вопрос, конечно, стоит уже давно. Этот вопрос поднимался еще годика 3-4 назад. И до этого поднимался этот вопрос. Но вы знаете, этот вопрос, я считаю, очень сильно политизирован. Но в любом случае, надо разобраться в первую очередь, являются ли гальцы, проживающий там народ, гражданами Абхазии в первую очередь. Если они граждане Абхазии, я думаю, что должны быть соответствующие. Я так думаю. В первую очередь надо разобраться. И не то, что там упреками между какими-то политическими оппонентами тупик заводить или заходить в тупик. Но надо сперва разобраться. Но комиссия создана, возглавляемая Кабахи, сделал свои выводы и подписал президент. Я думаю, что оно подлежит исполнению. Но в любом случае эти граждане имеют документ соответствующий. Спрашивается другой вопрос. Если они не граждане Абхазии, как они проживают? Что с ними делать? И тем более, если он гражданин Грузии. И тем более, если он против нас воевал, почему он здесь проживает? Почему спецслужбы смотрят на это дело так?
Надо же разобраться. Если он воевал против нас, я считаю, он не должен жить. Он должен сидеть в другом месте. Возникают, но, к сожалению, вопросы прав, обязанностей. Да, права, обязанности другие. Но мы запустили это дело. Но в любом случае, я думаю, что гости ждут в отношении их документов или паспортов, или как будет с ним. Это гражданский народ, я считаю, это граждане Абхазии, и мы должны то же самое вести с ними разговор на уровне всех национальностей, которые проживают. Там в основном миграция проживает. Мы должны их сделать такими, чтобы они в нас верили, чтобы мы могли их верить. Надо проводить работу. Но это одним днем не решится, если Берия смог за одни сутки их перевести на свою сторону, будем так говорить. Перед кем было, что и приказал. Мы должны сделать так, аккуратно, чтобы они поняли, кто они были и сегодня какими они должны стать. Но ущемлять по национальным призывам, это, видимо, некрасиво получится с нашей стороны. С учетом того, что с января 2015 года будут вводиться новые образцы паспорта. Ну, я понимаю, это новые образцы будут вводиться, но меня интересует другой вопрос. Конечно, да, будут выдаваться, и комиссия будет тщательно, уже опыт имеем, никто не пойдет, я думаю, на то, что как выдавались на это. Если комиссия там не права, надо было как-то вот среагировать на это тоже. Мне интересует другой вопрос. Если выяснилось, что там сотнями воевали против нас, почему они там проживают? Почему они не наказаны? А что с ними делать? Они же живут и проживают, и дальше. Здесь, я еще раз говорю, политизирую, нам надо действовать. И в любом случае должны прийти к тому, что проживающий на территории Абхазии должен иметь документ, я не говорю паспорт, соответствующий документ, который определяет личность. Я так говорю. Спасибо. Какие шаги будут вами предприняты для возвращения в казну денег, взятых под кредиты отдельными лицами, и будут ли обнародованы списки злостных неплательщиков? Правда, вопрос не подписан, но все равно вопрос это обсуждается в обществе. Это имеется в виду то, что кредиты выдавались. Да, да. Но в последнее время они не выдавались, я насколько понимаю, и слышал, и знаю. Те кредиты, которые выданы были, не возвращены, надо сперва разобраться, с какой целью они были выданы и на какой срок. Что сделано Да, что сделано ими. Конечно, надо разобраться. Но вот сделали, не сделали, это в долг они брали, правильно? Это так получается, у государства это государственные деньги. В любом случае должны быть возвращены. Но обнародовать списки, это не значит, что деньги бегом вернулись. Обнародуем и все в этом законе. Так не должно быть. Должны быть деньги возвращены по закону. Я не знаю сейчас, какой закон там действует в отношении. Надо посмотреть. Но в любом случае государство должны вернуть деньги. Кто бы это ни был, я буду, другой будет. Это государственные деньги. Принадлежат народу, так что здесь вопросов не должно. Но список само собой будет народу. Правда, что вас должны наградить званием Героя России, спрашивает Владимир Никифоров. Как вы прокомментируете такой вопрос? Да, действительно, я был представлен в звании Героя России. Документы находятся в администрации президента на рассмотрение. Так что это не значит, что я уже Герой России, как некоторые заявляют. Вот что я могу ответить. Но вопрос рассматривается. Вопрос рассматривается. Как вы относитесь к тому, что следственными органами фактически заморожены дела Климантовича и покушения на Анкваба? Тоже вот не подписывается. Ну, вопрос пришел к нам. Все преступления, которые совершены были в Абхазии, должны быть рассмотрены, конечно. Все виновные должны быть наказаны, это вопросов нет. Тем более такие громкие преступления, как Климантович и Анкваби. Но это не значит, что всех надо поголовно сажать. Идет следствие. Надо разобраться, если человек должен сидеть, если виноват.
Если он ни за что сидит по подозрению, суд разберется, мы извинимся перед ним. Я думаю, что смелости хватит на это. Но в любом случае, если мы строим правовое государство, мы должны по закону действовать. Я так считаю. Спасибо. Сегодня многие, это уже наши вопросы редакционные, сегодня многие говорят, что вы единственный, кто сможет объединить наше разобщенное общество. Как вы собираетесь это сделать? Хайдыскова, Абри. Я понимаю, о чем разговор идет. Вот, знаете, сейчас Мираб всемогучий может так сделать. Все зависит от команды. В первую очередь мы должны объединиться. И здесь не стоит вопрос, что здесь Мираб пришел и все объединились бегом. Надо разговаривать с народом, находить выход с этого. Каждый из них прав. Я считаю, вот оппоненты, которые сегодня, он говорит, разделенные, но надо сделать так, чтобы они пришли к общему. Чтобы пришли к общему, должны понять, что страдает от этого народ. Правильно? Мы не должны говорить сторонники мои, или твои, или чьи-то. Мы должны говорить мой народ. Раз наш народ, правильно? Народ надо объединить, а не разговаривать на уровне сторонников, чужой, свой. Но в любом случае мы сможем это. Мы имеем планы по этим вопросам, которые сегодня стоят между оппонентами и сторонниками. Я думаю, что у нас это получится. А каким путем? Есть много путей для решения этих вопросов. Я думаю, что народ все-таки умнее, чем некоторые политики, которые стремятся к чему-то. Нельзя не вспомнить вопрос МВО и ПВО. До сих пор не решен. В прошлый раз, когда работники этих стран вышли на улицу, мы помним, вы принимали активное участие в решении этого вопроса злободневного. Но до сих пор этот вопрос как-то висит в воздухе. Что дальше будет с этими здравницами? Как эти вопросы будут решаться в дальнейшем, если вы станете президентом республики? Вопрос МВО и ПВО, конечно, занимается Министерство обороны Российской Федерации. В последнее время с Министерством обороны Республики Абхазия есть комиссия, которая занимается этим с российской стороны, с абхазской стороны. МВО, конечно, в первую очередь надо привести его в порядок. А в таком виде, как оно сейчас находится, не может быть и речи, потому что оно не соответствует никаким требованиям. Но получается так, вот я, насколько знаю, в последнее время я в отпуске нахожусь сейчас, мне представил исполняющий обязанности министра обороны генерал-майор Свижба, есть распоряжение кабинета министров, где как бы не соответствует тем документам, которые готовили для функционирования, имеется в виду. Получается, здесь не столько думают они, как бы это МВО, ПВО действовало бы или заработало, а какие-то личные интересы к этим санаториям. Но я думаю, что если мы придем во власть, те соглашения, которые подписаны с Министерством обороны Российской Федерации, Министерством обороны Республики Абхазия, будут исполнены. Люди ждут. Там около 1500 работали. Сегодня они без работы остались. Я думаю, что у нас это получится, потому что я знаю ситуацию по этому направлению. Там многие участники Отечественной войны работали, имеется в виду медработники и другой персонал, который обслуживает его. Заработная плата там и выше была, чем абхазская. И сегодня мы сколько смогли, взяли в госпиталь, но у нас штат не позволяет. Уже сколько лет они ждут. Я думаю, решится этот вопрос. Если я дал слово, поэтому я решу этот вопрос. Спасибо. Часто задается вопросом по поводу пропускных пунктов на реке Ингур. Что будет с ними дальше? Нужны ли там 4 или 5 пропускных пунктов, как это сегодня задается на многих встречах и на встречах с вами тоже от избирателей? Такие вопросы поступают.
Вы понимаете, вот пропускной пункт, который находится в Гальском районе, имеется в виду, где совместно несут службу пограничники с абхазским пограничником, российский пограничник ФСБ России и абхазский пограничник. Я считаю, вот, сколько бы кто что ни говорил, изучил я обстановку, потому что это не хотим, Министерство обороны имеет разведуправление, которое наблюдает за этим процессом. Мы сегодня не вмешиваемся, потому что это сегодня именно, если в случае чего, мы имеем. Я считаю, что должен быть один пропускной пункт. Это где мост центральный, Ингур, где должно контролироваться. А вот эти переходы по 5-6, может быть, 10 сделать. С какой целью это делается? Надо усилить этот пост, обеспечить всеми необходимыми имеется в виду, не то, что с военными, это место таможни, пограничники и другие, которые должны стоять и могли бы, когда. Но сегодня, не имея оборудования, ты ничего не проверишь. Там все, что можешь провести, в принципе. Ну, вот, а то, что говорят, вот с нижней зоны пока дойдет или что, а почему бы не организовать автобусы и другие транспортные средства, чтобы людям легче было, заплатил, сел, а зато аккуратно, официально проехал, правильно? А получается, это человек, автобус не ходит, другой, он не идет через пропускной режим, а идет через Броди и другие вот. Дальше что? Надо отрегулировать. Я считаю, что там не нужны столько постов, которые вот соблюдали пропускной режим. Да и вот это болтание, шалтание туда-сюда, это тоже не дает результата. Спасибо. Какие будут конкретные шаги предприниматься для развития сельского хозяйства в Абхазии? Вы знаете ситуацию в Абхазии, в этой области. У нас сельское хозяйство в Абхазии запущено, особенно в деревнях. Нам надо деревню поднимать, повернуться деревенским жителям, оказать помощь денежными средствами и другими вопросами, техникой, обеспечить топливом и возродить то старое, то, что у нас было. Раньше мы собирали чай, мандарины, табак, надо это возрождать, хотя говорят, что это как бы это губительно. Чай и табак. Ну, чай, табак, мандарины, там много что выращивают, в том числе помидоры, огурцы, которые мы завозим, пластмассовые, там, мы можем себе, потому что у нас развита туризм, мы должны опираться в основном на туризм, а туристов надо кормить, чем завозить. Он приезжает сюда, кушает то же самое, что семья народ. Он должен знать, что здесь экологически чистый продукт, и должен сюда. У нас что? У себя ничего не выращиваем, завозим. Получается, что то, что можно производить у нас и зарабатывать деньги, средства, которые должны у нас оставаться, опять же уходят. Так что сельское хозяйство в любом направлении, как бы оно ни было, сегодня не на таком уровне, как бы хотелось. Тоже есть у нас программы, есть специалисты, которые, конечно, помогут в этом направлении, мы думаем, что справимся с этим. Мираб Борисович, в обществе говорят, что ваше выдвижение – это политическая игра, и на определенном этапе вы примкнете к одному из претендентов на пост президента. Каково на самом деле ваше намерение? Я не знаю, сколько раз я должен говорить одно и то же, но я отвечу еще раз. Видимо, кто-то не смотрел или не слышал. Никому я примыкаться не собираюсь. Мы ни от какой партии не шли, мы от какой-то организации, мы пошли как инициативная группа. Так что мы кому-то какие-то услуги оказывать не собираемся. Мы, будем так говорить, та команда, которая в случае чего, как бы миротворцы должны стать, изберут нас, не изберут, в любом случае мы остаемся, каким мы есть. Так что вранье это все, я уже говорил другим штабам, что остановились по этому вопросу, потому что называю мое имя и фамилию, они говорят, вот Кишмарев в любом случае, кому я должен пойти, что пойти, я не собираюсь. Как бы, но я не собираюсь кому-то идти, и моя команда не собирается кому-то примыкаться. Мы идем до конца.
При подписании договора, общественного договора, вы заявили, что одним из кандидатов ведется подкуп избирателей. Есть ли у вас такие факты, и что вы собираетесь сделать, если такие помощи при подобных действиях будут еще продолжаться в рамках предвыборной кампании? Но знаете, что при подписании этого документа, до этого мы имели разговор с Аградом Радчевичем и Вячеславом Михайловичем Цуком. Подписывать документ, человек должен знать, что он подписывает, какую он силу имеет. На угоду кого-то подписывать я не собирался, честно. То, что есть факты, мы это все прекрасно знаем. То, что идет подкуп. Идет подкуп населения. Все прекрасно видят, все прекрасно знают. Есть и факты. Если так наставить, я могу назвать в Чимчирском направлении. И могу назвать фамилию. Надо правду в лицо говорить. Человек, который занимается и имеет должность в инвалидской организации, Нукзар Джинджоли, житель села Миргул, занимается подкупом. Называю прямо фамилию. А он чей сторонник, мы прекрасно знаем. Еще могу назвать многих. Есть должностные лица, когда говорят, что захватили власть КС, что-то я не вижу, чтобы они захватили власть. Все на местах, многие имеются в виду. И продолжают, и сегодня то, что они как раньше имеется в виду, за кого это произошло, та команда, которая вокруг кого-то находилась. Ничего не захватывали. Здесь вопрос стоял президент, и они решили этот вопрос. А та старая команда, она и сегодня действует. Я могу многих фамилий назвать. И кто этим руководит, тоже мы прекрасно знаем. А откуда идут эти деньги, с какой целью идет. И если мы не будем реагировать на это, я вам говорю, еще хуже будет после выборов. А чтобы этого не было, надо кто-то должен сказать правду. Если я называю фамилию, я имею факты. И много фактов я имею. Нам не нужны подкупные избиратели. Понимаете, мы не занимаемся этим. Мы хотим честно провести выборы, чтобы народ наконец-то не чувствовал себя рабом своего президента. И знаете, что при подписании, если я сразу не подписал, мне разъяснили, что это не общественная палата, это общественное мнение. Я тогда взял и подписал. Я там тоже заявил, что и сегодня продолжается подкуп. Подкуп ерунда, еще угрозы. А это что, честный выбор? Кто-то на это глаза закрывает, кто-то не видит, не слышит. Все видят, все слышат. Жалко тот народ, который прошел войну. Все беды, которые за все это время были, ждут что-то нового. Мы, если говорим о коррупции, тот человек, который идет президентом, он сам первый коррупционер, правильно? Он же деньги дает народу. Он первый коррупционер, правильно? За что он дает? Чтобы он проголосовали, чтобы они проголосовали за него. Это что? Не коррупция? Да еще выступает, стоит, что мы разберемся с коррупцией, закончимся. Да ничего не закончится. Идет купля-продажа избирателей. Спасибо. Так прямо говорит. Спасибо, я сейчас не хочу глубоко заходить. Но я думаю, что если не перестанут, будут плохие последствия. Спасибо, Мира Борисович. Нам не нужен подкупной народ, тем более Абхазия. Ваше отношение к вопросу дороги на Северный Кавказ через Кодорское ущелье. Вы знаете, этот вопрос давно поднимался, обсуждался и был приостановлен. Как вы относитесь к этому, через Кодорское ущелье открыть дорогу на Северный Кавказ? Знаете, и дороги хороши, и железные дороги, и туннели, тем более через Кодорское ущелье на Северный Кавказ. Но надо посмотреть, что от этого изменится. Что, для чего, с какой целью это делается. Имеется в виду экономическом направлении, другом. Мы можем нарушить экологию, и могут как-то какие-то последствия быть. Мы об этом тоже должны подумать. Во-первых, это
горы, это Кавказские горы, те горы, которые сегодня молодые, мы не знаем. Может, что случится, если люди, специалисты это изучат, если будет какая-то... Но, опять же, эта дорога должна быть обслуживаться, правильно? Это должны специалисты вот посмотреть, с какой целью, с какой выгоды и что будет иметь Абхазия от этого. Я думаю, что этот вопрос должен быть пока открытый. И когда будет изучено досконально, я думаю, что будут делать выводы те люди, которые будут заниматься. Если выводы будут положительные, а чего бы и нет. Абриала Мираб Борисипа حضرتها إزبتاز آمتا أخرق شرخينيت حضرزكو أتلو خبشترا عيش تفرزي حمز آمتا يشير بويبش وشتا خرق شوت وجه يشول سحرستخو وزر أو خايفير تامتا شيتخو أهندكارا خضرخي كانديدات ليانيد زابشبا أزارك ويسترцستخو وزر الشارع شموب أتل يشيجفبا ينجيابا خنجي بجبالا яшвиштырц асаат резинеркна жафенза. Уважаемые телезрители, наша передача подошла к концу. Завтра эфирное время будет предоставлено кандидату в президенты Республики Абхазия Леониду Дзабшба. Вопросы кандидату можете присылать по телефону 226 48 67 с 11 часов утра до 16 часов дня. Итабуб Абзеразы. Итабуб Абзераз, Абхя Зубшоу Скоду, Яша Джгана, Андрей Хаад из Ухто, Далхни Шохто и Дахнахало, Айчохара Амло. Я и по-русски хочу. Спасибо большое, что пригласили. Хотелось бы избрать такого президента. Наш герб и наш флаг это кровью. То, что действительно там вот, кто бы что ни говорил, под этим флагом и гербом должен быть человек, который заслуживает, который прошел войну, который выдержал испытания послевоенные. Я так думаю, что я не так думаю, это народ так думает. Невзирая на национальности, которые проживают, относиться к ним, как бы вот, будем говорить, как ко всем, как к своим. Все национальности у нас равны, так считаю. Но под этим гербом я всегда хочу иметь такого президента, как Путина, с мужскими такими достоинствами. Спасибо еще раз за его. Харяхтуху атичри аман шалари роб итабу. Того,